Наша Земля освещается Солнцем. Благодаря Солнцу существует земная цивилизация и все живое на свете. В древних чувашских мифах и легендах земной мир освещали и обогревали три солнца. Объясняя это, чуваши говорят: три солнца или три звезды символизируют прошедшее, настоящее и будущее. Мы были, есть и будем. Человек живет на земле. Как и всякий другой народ, живущий на земле, чуваши имеют свое место под солнцем. Люди называют это родиной. На белом свете со многими другими растениями произрастает одно особенное дерево. Это мировое дерево, древо жизни. Изображение этого дерева чуваши используют в своей государственной символике. Центральный ствол с ветками обозначает коренных жителей Чувашской республики. Два параллельных ствола с ветками к основной обозначают чувашей, проживающих за пределами Чувашской республики. Они проживают в других регионах нашей необъятной России, но от этого не перестали быть чувашами. В нашем регионе живут представители многих других национальностей. Они на символе обозначены ветками, не соединенными со стволом. Таким образом, перед нами предстает символ Чувашской республики. Желтый и красный цвета – это характерные цвета для чувашской вышивки. В чувашском миропонимании желтый цвет символизирует нарядное, красивое. Говоря «сара» – желтый, «сара чечек», «сара каяк», «сара хер», чуваш подразумевает красивый цветок, красивая птица, красивая девушка и так далее. В древних легендах чувашей сохранилось предание о стране Сара-Кун, прекрасного дня, прекрасного края. На государственном символе Чувашской республики присутствуют ветки хмеля. Чуваши издревле выращивали хмель, которая имеет целебные свойства, используется в медицине и кулинарии. Это растение характеризует особенность чувашского народа.